Сегодня министр культуры Коми Сергей Емельянов рассказал журналистам о каждом проекте масштабной программы к вековому юбилею республики. Практически каждое событие можно назвать эпохальным. Одно из них – пасхальный фестиваль под руководством всемирно известного дирижера симфонического оркестра Мариинского театра. Елена Кононова узнала подробности праздничной программы. Беспрецедентные по своим масштабам Дни Республики Коми пройдут в Москве в мае. Абсолютно все театры региона, в том числе Воркутинский кукольный, покажут свои лучшие спектакли на ведущих сценах столицы. А 31 мая в Большом театре пройдет гала-концерт с участием именитых уроженцев Коми, которые сегодня выступают на лучших мировых площадках. А еще о республике жители и гости Москвы больше узнают по брендированным вагонам в метро. 6 вагонов, которые будут курсировать по Арбатско-Покровской линии метро в течение полугода. 1 мая будет осуществлен старт. Это очень интересный проект. В каждом вагоне, во всем составе, будет презентовано то или иное направление. Это и наши традиционные праздники, и те, уголки Республики Коми, которые представляют интерес для туристов. В Москве даже Останкинская башня будет светиться цветами флага республики. А в Санкт-Петербурге открытие Дней Коми объявят выстрелами с пушки Петропавловской крепости. Подготовка к юбилею фактически началась еще в прошлом году, когда наши лучшие творческие коллективы гастрольным туром объезжали российские регионы, параллельно презентуя туристический потенциал Коми. И это сейчас особенно актуально, когда из-за пандемии закрылись границы и жители России активно изучают внутренние туристические маршруты, в том числе и Коми. Не случайно, что в год столетия уже в марте в Сыктывкаре соберутся на первый туристский конгресс северных регионов ведущие эксперты туриндустрии, российские и зарубежные. Как каждому представителю регионов, туристской индустрии регионов севера найти свое уникальное преимущество и понять, в чем сегодня соль того или иного субъекта. Поэтому вот вместе обсудив тему толщины оленей и переливов северного сияния с коллегами из других северных регионов, мы решили, что сегодня действительно важно консолидироваться вот на такой одной площадке и обсудить туризм на севере. Как известно, 2020 год подтолкнул такие внутренние процессы развития туризма в стране. Этот год в Коми богат на форумы и фестивали. Российский, норвежский культурный и северные культурные форумы. Первая северная биеннале, которая соберет 12 художников из России и за рубежа. А в июне в этнопарке села Иб уже традиционно пройдет всероссийский фестиваль воздухоплавания «Живой воздух». Те команды, которые прибывают в Иб, в республику, это большие профессионалы, это чемпионы России, Европы и так далее, которые высокопрофессиональны и свой экипаж ведут в нужном направлении и могут осуществить посадку в любых условиях. Сюрприз ждет жителей и гостей Сыктывкара в день празднования столетия Коми. На обновленном стадионе состоится грандиозное шоу, которое будут транслировать на экраны, установленные на Стефановской площади и в Кировском парке. Организацией займется режиссерско-постановочная группа из Кремлевского дворца. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.